наряд мне шила знакомая Мария. Она вообще начинающий дизайнер, очень талантливая девушка. И сама подбирает цвета, и у нее материалы очень дорогие. Например, вот как бы этот материал шелк, шифон, очень дорогой, кстати, иностранный и похож на стиль Дольче Габбана. Материал вообще. И она вот подбирала цвета. Цвета у нее бывают разные. И она вообще не стоит на месте, она подбирает стиль отдельно под человека, подходит индивидуально к человеку. Вы дополнили образ, это ваше украшение? Да, это мое украшение, как всегда, у всех женщин на праздник должно быть украшение Илинки Вье обязательно. Полностью весь комплект это якутских украшений. Я считаю, это традиция и память предков. Наши костюмы шила наша бабушка, учительница технологии Сунтарского улуса. Нам очень повезло, поэтому мы просто купили вот эти материалы, и она все шила. А так, себестоимость, конечно, более дешевле выходит, чем покупать с магазинов. Цвет мы выбирали не слишком яркое и не слишком темное. Нам не холода, якутское платье холода. И мужской камзол получается. Мой наряд шили на заказ по моим меркам. Материал выбирала я сама. И, в принципе, идея тоже, образ я сама придумала тоже. Как сказать? Платье, материал отдельно выбирался. Он стоит, материал 3000 плюс пошив 6000, всего именно вот холода 9000 стоит. Жилет, он тоже по моему дизайну, и идею я на самом деле позаимствовала, и он полностью стоит 38 000. Я этот холодай специально заказала в этом году. Получается, это классический холодай белого цвета, ткань шелк. На пошив стоил 6000, ткань 3000. Итого получилось 9. И получается, по индивидуальным меркам идеально подходит по фигуре. У меня еще есть жилет, но сейчас, так как очень жарко, пока я хочу надеть вечером. Кожаный жилет у меня еще есть. И отдельно тоже тканевый жилет тоже есть. Как вы сегодня поняли, все очень жарко, плюс 30 градусов, поэтому пока вот так, как легкий стиль. И серебряные украшения, как дополнение к образу. Головной убор и Илинка Вье, это примерно, наверное, стоит где-то 150 000. Вот эти штучки тоже отдельно, кольцо, они тоже, серебро последние годы почему-то очень подорожало. Вот это покупали давно, где-то стоило до 10 000. Кольцо стоит 2200, а серьги я покупала тоже в этом году, стоит 10 000. Итого где-то до 200, наверное, получается. Платье было сшито на заказ, традиционный холодай, стоил порядка 5-6 тысяч, наверное, такое средненькое. И также украшения тоже покупала специально сзади И, как сказать, бастыня и Илинка Вье. Почему выбрали именно этот цвет? Потому что это цвет огня, яркий, мне нравятся такие цвета. А ваш зонтик, вы подобрали его так же или так совпало? Так совпало, так получилось. Люблю женственные цвета. Моему наряду очень много лет на самом деле, потому что я такой человек-однолюб, да. Я в нем чувствую себя очень комфортно, поэтому стараюсь в такие ответственные моменты именно в нем появляться. Он у меня появился очень интересным образом. Это, можно сказать, коллаборация двух разных дизайнеров, Юлии Шепелевой, и жилет для меня шила Ксения Сюйдюк. Это шия родом из Сунтарского улуса, то есть у каждого улуса же своя манера, да, там шитья, свои традиции, поэтому Ксения обращалась, конечно же, на национальные традиции нашего якутского костюма, и в то же время, чтобы это было сценическим вариантом, то есть 2 в 1.
когда вот стоишь на сцене, оно прямо вот так вот сильно вот талию придает, там расширяется к низу, ну то есть на сцене это такой вот правильный образ создается, да. И наряд является просто универсальным, еще раз скажу, для меня самым удобным вариантом, потому что я веду много приемов, официальных мероприятий, при этом негде переодеваться, то есть в костюме же я и хожу по цеху, да. Очень важно, чтобы это было удобно. Костюм шит, то есть платье шито более чем из 21 метра ткани, то есть оно максимально вот, в общем, круг там очень широкий, да, солнце называется вот круг платья. И сверху вот такой вот жилетик, который очень из такого материала, плотного, и поэтому держит форму, такой красивый силуэт получается. Сколько он стоит, если не секрет? Ой, я уже не помню, если честно. Ну, 21 метр вот такой шифоновидной ткани. Не знаю, можно это как-то вычислить, да? А вот эта ткань, она является таким рельефным, то есть это непростая ткань, стоила очень-очень дорого. Метр типа где-то в районе 2-3 тысяч, по-моему, если не ошибаюсь. Я все забыла, если честно. Это я мама Лена сама шила. Это купила там где-то. Так, в основном мы вот одежду нашу подряд шьет сама вот моя жена. Вот. Так, ну еще много коллекций есть, но выбор только вот такой вот разные, да. Каждый Так, год шьем. ну стоимость, я не знаю, сколько он выходит. Я в прошлом году делала, да. Я купила эту столичка. А Питер это магазин Блеск. Вот все. На протяжении недели, наверное, еще больше, 2 недель. Да. Сама все делает. Жена моя на день рождения подарила мне. Она куплена УЗ Экспо. Да? А Дейбир вот на нашем свадьбе теща моя подарила. Беги bu туймады хегаранан бебит я быйыл саңастыктан келлибит. Ол курдук бу сакалы эркек комзола дем болар. Онна бебер болла бу сакалы булыргы сакалар кетер таңастарын образтан бебер тиктен келлим. Ол курдук бу онола кейетчиктен болар. Онна хакалы бу булыр хакалары меман платьем тиктен кетеллери бит ол курдук. Эме онно образтанмын бу платье бебер тиктен келдим. Мин бартын бу иккендерин бем тикпитим. Бем истенебин. Биги баллана нюрбаттан хылжабыт. Нюрба каңалсын хелеге. Колобора беанулан истенер баллакына материалын сыгынатын райлар балланды. Оны беан башка беагын башка истенер балланды. Колобора ательеттен баллакына мантыгын би платье 15 тыгынча интиеп. Оны бу колобора кейечигин баллагына агыс бесин тыгынча тиеп. Бу оны олаксын баллай мехнен олак боло курдук. Бу оны олак эме булыргы эрки сону буллады. Оны атыга месен олак болор. Онан бейтикте беятикчик болот. Материал нерла болот.